go twisted sick, but I'm on the floor. Come rescue me. Tears ain't blood, but oh how they flow. По профессии я экономист. Ни одна из моих специальностей, в которых я работала, не была связана с творчеством. Это все просто из детства. Обычное рукоделие. Параллельно я технарь вообще, так по образу мысли, наверное. Экономическая специальность, она подразумевает работу с цифрами. Возможно, эти знания способствовали тому, что, наверное, я сумела свои творческие какие-то желания перевести в сферу, теперь уже можем говорить, предпринимательства, да, и суметь сложить, продать то, что руками сделано. Наверное, не без этого, просто умение считать и как-то рационально использовать свои ресурсы. Только это помогло. Потому что много же творческих людей, которые хотят как-то себя реализовать, и не у всех это получается. И мы должны в этот момент привлечь людей, которые будут нам продавать или организовывать наш бизнес. У меня не было средств кого-то привлекать. И я была всем этим сама, и плюс огромная поддержка всей моей семьи, конечно, безусловно. Мы все вместе в это впряглись потихонечку, и создалось предприятие. Я осознала, наконец, что все эти наши стереотипы, что мы работаем на себя, значит, мы свободны во времени, и мы наконец-то вздохнем и будем принадлежать себе. Конечно, все это абсолютно не соответствует действительности. Я много лет работала в найме, в офисе, в разного рода компаниях, много лет в крупной компании. И, я не скажу, что я мечтала работать на себя, нет, все шло своим чередом, я любила свою работу. Моя эта деятельность, она возникла из хобби, и поэтому это не было тем, что я написала бизнес-план, потому что я не хочу работать в найме, я хочу работать на себя. Нет, все как-то планомерно пришло к тому, чем я сейчас занимаюсь. Но если, работая в найме, у вас рабочий день с 9 до 6, и вы иногда можете задержаться в силу определенных обстоятельств, то здесь у вас ваш рабочий день, он круглосуточный. Да. Он не только не нормированный, он круглосуточный. И именно сейчас я не принадлежу себе вообще. Ты 24 часа думаешь о работе. Вся ответственность лежит только на тебе. Ты не можешь в 6 часов встать со стола, выключить свою голову и пойти отдыхать с друзьями. То есть это совершенно неправильное мнение. Создав свое предприятие, я стала самым зависимым от работы человеком. И от этого в первую очередь страдает моя семья. Хотя вся моя семья, она имеет отношение к этой мастерской. У нас семейный подряд. Да. Наверное, большая часть ответственности организации на мне, поэтому все, свободного времени не стало. Работа наизнанку. Это так, чтобы не забыть производственный процесс. Собрать бутик, докроить на раскрой, на строчку. Для рыбок Дори, у которых память 1,5 секунды. Это про меня. Мы сами с собой тут разговариваем. Как говорится, с датами, со всеми Да, делами. потому что тут у нас дальше комната тоже сборочная. Мой папа соорудил нам когда-то такие полочки. Слушай, папа мастер на все руки, как я поняла. Да, видимо, он основа основ, и мы все в него. Тут у нас всякие заметочки. Строчка без строчки, со строчкой, названия моделей. Это заготовки, которые
делаются в цеху моего супруга. Его основное хобби — это тоже работа с деревом. Там все это заготавливаем, потом здесь папа все шлифует, мы тут все прокрашиваем маслом, надеваем уже там всякие эти свои логотипчики, ручкодержатели. В общем, все так у нас тут аккуратно, красиво разложено, но систематизировать надо, чтобы было легко и быстро потом уже работать, собирать. Чтобы понимать, где что есть. Каково это работать со своими родными, близкими людьми? Ну, это прекрасно, потому что ты с удовольствием можешь и поругаться, и откровенно высказаться. Это прекрасно работать со своими. От своих же никогда не устаешь. Так что я могу сейчас сказать? Лишь бы они от меня не уставали. Да, мне тут понравилась надпись «Одинокие деревяшки». Одинокие деревья без пар. Это брак, по сути, это что-то, ну вот где-то мы увидели какой-то брак, недоработку, или по цвету не совпадают. Вот, ну вот у нее есть пара, но она не совпадает по цвету. Тут же мы дерево все тоже где-то находим на каких-то домашних хозяйствах, привозим, обрабатываем и так далее. Ну то есть две деревяшки, а поженить их мы не можем, поэтому они одинокие. Жду свою пару каждая. Да, с другой стороны, опять мое субъективное восприятие ваших изделий, мне кажется, что вы очень часто такие смелые подходы все-таки придумываете, реализуете. Иногда вот ощущение, как будто бы цвета не могут сочетаться, но в ваших изделиях они каким-то образом сочетаются. Вот такого рода эксперименты, они же Мы любим эксперименты, мы же принадлежим себе. Я художник, я так вижу с этой позиции. Мы что-то там сочетаем. Ну, это такая ваша индивидуальность прям. Да, это вот просто в чистом виде, как нам нравится. Мы делаем то, что мы носили бы сами. Вот нет ничего из наших работ, чего бы я не носила сама. Бренды СЛК на слуху сегодня. Мне кажется, ни одна модница нашей столицы не обходится без вашего аксессуара. Ну, конечно же, не все сразу начиналось, не вся линейка запускалась сразу. Вы начали с чего-то одного, и вот сегодня уже там определенное количество наименований, предметов, аксессуары и так далее. Помните ли свою самое первое изделие? Что это было и какие ошибки были первоначально, и когда пришло это осознание, что вот у вас получается, что из этого что-то может получиться в дальнейшем? Смотрите, как я вообще начинала с такого домашнего рукоделия, увлекалась плетением из бумажной лозы. Просто вот из этого плетения, если мы говорим уже о сумках, хотела попробовать, как создать круглую форму, и из круглой формы родилась первая плетеная сумка. Я помню эти варианты. Очень приятно, спасибо. Потом мы с дочкой решили, а давай попробуем там как-то укрепить ручки, купили кожу. Потом решили дерево сочетать с кожей. Ну как-то вот ты пытаешься пробовать реализовать свои идеи. И если из этого что-то получается, классно. Спасибо всем, кто это оценил. И, кстати, я никогда не перестану благодарить всех. Вот вы говорите, бренд СЛК на слуху. Мы сами не можем ничего достичь без всех наших клиенток, покупательниц, как это правильно говорить, без женщин, которые с нами проходят вот весь этот путь. Он уже долгий, этот путь. Было очень много ошибок. У меня нет специального образования, да? То есть мы все пробуем вместе с нашими девочками. Спасибо им, что они ценят, спасибо им, что они разделяют с нами все вот эти пробы.
Ну, наверное, они не столь ужасны, да, это в моей голове, когда что-то там где-то не так, я корю всегда себя. Но путь был он и сейчас продолжается. Я не могу сказать, что мы достигли совершенства. Мы сейчас, вот пару месяцев назад, запустили новую коллекцию. Мы прекратили работу над старой. Мы уже говорим о коллекциях, то есть мы уже достигли вот этого вот уровня или этапа, когда мы проводим апгрейд своих коллекций. Можете себе позволить. И все это благодаря нашим девочкам. По мне, в рыночных отношениях, я, конечно, не сильный специалист в этой области, чаще всего производитель ориентируется на запрос, на вкус. Да. В случае с вами, с вашим брендом, у меня опять-таки складывается такое впечатление, будто бы вы сами диктуете какие-то вещи и заодно прививаете тот самый вкус своим клиентам. Объясню, почему у меня такое впечатление складывается. Опять-таки, если мы возвращаемся к формам сумок, есть какие-то стандартные классические формы сумок, к которым мы привыкли уже все. Вот, например, мы вот видим здесь на полочке формы, да именно я про понимаю, эту сумку я и говорю, которая вот супер нестандартна, Да. и для того, чтобы понять ее, принять и в какой-то степени сделать модной, стильной вот эту всю историю, нужно какое-то время. Да. Ну и вы со всеми этими рисками идете на этот шаг. Идем на этот шаг. Немного, конечно, такое резкое слово «диктуете» не хочется. Его попрививаете. Смотрите, Лан, тут какая история. Мы же позиционируем себя как творческая мастерская. И мы не хотим постоянно повторять тенденции, которые уже есть в мире. Давайте пройдемся по классике. Вот, допустим, классическая форма, она очень нам нравится. Там классическая форма трапеции, как она есть у многих брендов, и мы визуально к ней привыкли. Но когда в голове рождается какая-то такая там новая задумка, идея прямоугольной формы, мы думаем, а почему бы ее не воплотить? А почему бы нам, жительницам Абхазии, не привить дальше в мир, не запустить в мир этот тренд, да? Ну, почему мы всегда должны за кем-то идти? Давайте, сами будем задавать ритм. Совершенно. Почему нет? Точно. Да, мы рискуем, да, мы вкладываемся, но это то, что нам безумно нравится. Мы, так как принадлежим сами себе, мы можем с этим играть, мы с этим очень хорошо работаем, я считаю, мы вкладываем очень много силы, энергии и души, самое главное, вот в эти новые формы, которые для вас кажутся нестандартными, но они потом так классно играют, и когда ты видишь стильную девушку в прекрасном луке, да, вот там она в образе, и у нее наш аксессуар как арт-объект, как наш слоган, я горжусь. Так что, девчонки, мы задаем ритм. У нас была когда-то прекрасная, очень уютная мастерская в Синопе. Я думаю, многие ее помнят, потому что туда приезжали девочки за готовым продуктом, когда у нас не было бутика. Там помещалось все. И раскрой, и кофепитие, и прием гостей. И, все. В итоге, конечно, уже, когда возникла необходимость в большей площади, мы сняли вот это помещение. Это был уже нежилой дом в очень хорошем месте, как вы оценили уже в городе. Тут тоже уютно. Мы его так привели чуть-чуть в порядок по безопасности. Там электрику сделали,
всякую пожарную безопасность предусмотрели, потому что мы тут сами находимся. Ну и масштабироваться пришлось, поэтому тут вот отдельно удобно раскроечь, то есть мы можем расстелить свою кожу, кроить, и могу перейти и там отдельно что-то собирать. Вот сколько, например, времени уходит на изготовление вот такой сумочки? И в чем особенность этой самой Ну, сумочки? это вот сейчас разработанная нами Как раз замочка здесь нет, я новая вижу то, о чем вы коллекция. говорили. Да, это еще вот сборочный стол, она еще не готова, не отшлифована. Мы ушли от замков, вот тут мы применяем магниты, надежные магниты, потому что замки царапались. Но концепция нашего бренда — это сочетание натуральных материалов, кожи натуральное и дерево. У нас царапались и ломались замки, мы ушли от них. У нас где-то расклеивалась вот здесь вот подкладка от кожи. Мы стали применять строчку, что придало такой более завершенный вид изделию. Мы лаконичные вот здесь вот уже ручкодержатели применяем. Вот здесь пустили строчку, чтобы было надежно. Раньше у нас были крепления хольмитенами. Ну, то есть вот все моменты, которые плохо жили, мы их улучшили. Это одна из моделей. Моделей у нас сейчас 16. То есть мы разово, да, это было очень полгода, наверное, ушло на разработку. Это же надо все отрисовать, потом в векторе все это очертить, и формы, и дерево подогнать, и кожу. Полгода ушло на очень кропотливый труд. Ушло на создание вот этих разом 16 новых моделей, при том, что мы закрыли полностью производство всех старых. Они тоже были замечательные, их очень многие носят, в том числе мы все, кто здесь находимся, но как-то уже мода диктует свои новые линии, мы пытаемся следить за трендами и исправлять свои собственные ошибки. Посмотрим, как будет играть новая коллекция. Мне она лично, и нам всем она очень нравится. Вот ее тут детали все эти, которые там из дерева. Это наша новая упаковка. Конечно, изготовление сумки проходит поэтапно, Да, оно же да. не одним махом все Да. происходит, но все равно вот просто ориентир приблизительно, вот сколько Ну, я вам времени скажу, уходит на одну конечно, сумочку? параллельно изготавливается, как вы видите, не одна сумка. Мы не можем Да. там одну сумку делать неделю. 5-7 дней уходит на то, чтобы выдержать все Это тоже технологические новая коллекция, верно? Да, это все, Очень все круто. здесь сейчас из новой коллекции. Тут вот раскроенные лежат. Они проходят очень долгий путь, там и уплотнение, проклейки, то есть у всех моментов есть свои технологические этапы. То есть если мы проклеили, мы должны выдержать определенное время, чтобы клей схватился, там, отшлифовать дерево. То есть производственный цикл одной сумки, он от 5 до 7 дней занимает. Поэтому и все это влияет на стоимость. В эту комнату, наверное, вы не каждого пускаете. Но в эту комнату мы поместили машинки. Самая важная комната. Да, мы, кстати, недавно там приобрели какие-то из них, потому что, вот я как говорила, мы укрепили строчкой какие-то детали, ремешки. Тут уже понадобилось вот докупать оборудование. Строчить мы умеем, слава богу, так что как-то с этим делом легко. Но это разного рода машинки, они выполняют, каждая это вот для кожи машинка, это для тяжелых тканей, мы отшиваем шоперы, там канвас, такой тяжелый материал, мы отшиваем плотный материал, отшиваем на этой машинке. Ту машинку еще не использовали, она для утоньшения края кожи. Ну, а вы привлекаете вот специалистов, которые разбираются во всей этой истории? Папа мой устанавливает машинки. Он у нас такой очень подкованный в этом деле. Не знаю откуда, но всегда был.
Да, это, ну вот я же говорю, мы тут все дружно Сколько у вас стараемся. человек работает вот над всей этой историей? Ну, человек 5, наверное, получается, да. Люди, которые, ну, казалось бы, по сути, не имеют специального образования, Никто. и занимаются вот таким вот производством. Это Творчеством, да. очень удивительно. Это как бы творчество, которое стало производством. Мгм. Вот спасибо нашим клиентам. Да, и, кстати, какие-то машинки, может быть, ну, я озвучу. Мы покупали года 3 назад, я участвовала в инвест-программе, которую Министерство экономики ну, объявляло конкурс на участие в поддержку малого и среднего бизнеса. Вот какую-то часть конечно. оборудования, да, они, вот, они мне купили. Спасибо, кстати, Минэку за это, да. Ну, это, кстати, большая помощь. ТПП предлагал часто свою помощь. С ними я ездила на выставки когда-то. Они тоже мне какой-то опыт дали. То есть могу сказать, что наши госструктуры участвуют в поддержке. Сейчас мы пройдем, вот, наверное, ну, мы так называем склад. Проведите нас. Громко скажем, склад готовой продукции. Любимой быть не может, потому что они все сделаны от души. Я, наверное, все-таки про то, что вы носите чаще всего. Я ношу всего все. Всего по чуть-чуть. Да, ну, кстати, из нового Как же повезло. Из нового мы выпустили сейчас, объявили о 16 моделях. У нас еще как-то 3 пишем, 2 в уме, у нас еще масса в уме, я уже остановилась. Как бы сказала, так, давайте это будет, ну, на потом, потому что все не будем Вот сейчас это, выдавать. это новые модели. Это уже готовая продукция, это вот у нас мини-склад готовой продукции. Вот из неизданного, кстати, мы можем сейчас спойлер запустить? Конечно, конечно. Эти модели еще не запущены в массу. Будут вот 2 вида клатча таких. Не знаю, зачем я это сейчас делаю, этот спойлер, но они будут. Один вот такой, вот такого размера клатч 30 и клатч 20 называется. Ну, от их маленький и большой. Это все пробные варианты. А у вас ранее клатчи были? Разве? Были маленькие. Были. Сейчас формы все другие. Мы же сейчас так больше про архитектурные формы. У нас вот есть там прямоугольник, треугольник, овал, круг, все что угодно. Мы про такую, про минимализм, про интеллектуальную архитектуру. В любом случае, любая девушка, любая женщина здесь найдет себе формы разные. Форму вот, свою. Допустим, мы там сделали вот такую, ну, трапецию. Отошли от деревянной ручки, хотя вариант с деревянной ручкой у нас тоже есть. Очень красиво, Да, кстати, и вот эта необычно. новая ручка кожаная, необычная. Ну вот как-то мы вот так вот играем с формами, мы уплотнили. Кстати, вот минутка, строчка патриотизма. Классно. Почему-то вот мы решили, что вот она должна звучать. Почему опсны? Потому что это вот такой стратегический момент, знаете. И мы хотели сначала написать, ну, у нас на коробках когда-то было написано «сделано в Абхазии», а потом мы решили написать «made in Апсны», но сделано в Апсны. Как бы Абхазию все знают. Да. А вот чтобы узнать, что такое Апсны, каждый зайдет в Надо поисковик, что ж такое Апсны, и там увидит все прекрасы нашей Родины. Так что это вот был такой тонкий стратегический момент, чтобы изучали дальше, что такое Апсны и почему она так называется, эта прекрасная страна души.
зайдя сюда, любая девушка может найти что-то свое, потому что ваши изделия отличаются формами, цветами. Мне кажется, тут любая сможет, правда, что-то прям индивидуально для себя подобрать. Но опять-таки, раз мы заговорили о формах и цветах, есть очень много нестандартного. Не рискованное ли это дело, когда ты придумываешь что-то, что немножечко, может быть, выбивается из каких-то общих стандартов и тенденций? Это всегда рискованно. Если мы говорим сухо о продажах, вот сухо, это самая рискованная тема. Если мы говорим о воплощении своих творческих идей, то мы должны выбрать приоритеты. Ну, что нам важнее? Когда-то был этап в моей деятельности, когда вот я только начинала, я принимала заказы не пошить сумку, там, которую мне скидывает покупатель, а из тех моделей, которые там у меня уже были, меня просили сделать сочетание цветов, ну, кожи, которые видит покупатель. И я, честно говоря, отказывалась тогда, потому что это не всегда наши видения с клиентом тогда совпадали. И я понимала, что если я оставлю свой логотип на это изделие, все-таки он должен отображать мое видение. А потом я вообще перестала принимать заказы в убыток себе, в ущерб себе. Но я сказала, я буду делать так, как я вижу, и выставлять уже готовое на продажу, да, чтобы клиент видел, мог пощупать, померить, посмотреть. Мне нравится, я беру. Хотя у меня там была очередь на заказы расписана на месяцы вперед, но я сказала, или я ухожу в продажи, или я занимаюсь творчеством. Вот тогда я выбрала творчество, отказалась от стабильного дохода, искала людей, которые разделят со мной тогда мое видение. Их оказалось много, они позволили мне продолжить жить дальше. Сейчас мы делаем то же самое. Мы рискуем, мы воплощаем то, что все идеи, которые творятся в наших головах, там, на пальцах, подбирая какие-то формы и воплощая это в жизнь. Это опять, спасибо всем, пришлось на вкус нашим клиентам. Они разделяют с нами эту новую позицию, так что коллекция пошла на ура. Есть запрос, кстати, из-за рубежа, не только наши местные девочки, хотя, мне кажется, вот прям наши девочки супер со вкусом, такие клиентки, мы все очень стильные. А сейчас мы уже стали вести переговоры по франшизе и по открытию новых бутиков уже в России. Ну, эта тема пока такая, она в разработках, потому что все требует там юридического обоснования, всяких там прочего документального оформления, ну, много всяких аспектов. А так все, вот запрос большой есть. Так что вот, не знаю, спасибо всем, я очень рада.